Смотри-ка, Тома. Маракана. Может быть, возьмешь реванш? Я готов. Ну, наконец-то, долгожданный реванш, Тома. Я не спал все это время, ждал момента, когда же могу доказать, Тебе что я просто сильнее. повезло. Повезло тебе в прошлый раз. Но вообще хорошо, что есть такое замечательное место, как Play-бар Маракана. Здесь можно поиграть в PlayStation, покушать, отдохнуть с компанией, посмотреть кино. Знаешь, как поднимались лучшие рэперы мира, такие как Eminem, Jay-Z? Знаю, они читали рэпы в подвалах. Ну, не в подвалах, а на батлах. Так вот, в комеди-баре «Подвал» 7 ноября будет поэтический рэп-баттл «Чувство ритма». А 8 ноября там же, в комеди-баре «Подвал», пройдет открытый микрофон. Любой желающий может показать себя. Значит, говоришь, что легко исполнишь рэп. Эминема, да. We are not ready for Justin Mark, ready for... А слабо романс исполнить? Ну, не знаю. Ты знаешь, что в литературной гостиной 11 ноября пройдет вечер русского романса? Я очень люблю фантастические фильмы. В кинотеатрах нашего города 6 ноября будет премьера Interstellars. Там же в главной роли Мэтью МакКонахи, Ага. верно? Я очень жду этой премьеры. Опаздываешь? Колесо пробил. Беспилотник над резервацией. Его солнечной батареи хватит на целую ферму. Что ты натворила, Мёрф? А это ничего плохого. А закон Мёрфи? Ты образованный человек, Куб. И отличный пилот. И инженер. Миру хватает инженеров. И самолетов с телевизорами достаточно. Нам не суждено спасти мир. Нам суждено покинуть его. Мы должны преодолеть границы отведенного нам времени. Мы должны думать не о человеке, но о человечестве. Нам предстоит столкнуться с межзвездными полетами. Мёрф, я люблю тебя. И всегда буду. Я вернусь. Что? Твоя одноклассница Примадонна? Нет, Артем, опять ты все прослушал. Я говорила о том, что в Русском театре пройдут несколько спектаклей. 8 ноября спектакль «Одноклассницы», а 9 ноября спектакль «Примадонны». А, ясно. Артем, это еще не все. В Театре оперы и балета пройдет горячий спектакль «Кармен». О, вот на Кармен бы я сходил. Здорово, наконец-то. В клубной жизни на этой неделе настоящий праздник. И дарит его нам Клуб 49. К нам приезжает один из самых лучших диджеев России, наш земляк диджей Мэг. Да, Тома, диджей Мэг. Не знаю, легко ли будет туда попасть, нужно звонить и заказывать столики. Наконец-то долгожданная презентация альбома группы Illinois пройдет в арт-клубе Infinity 7 ноября. Обязательно нужно пойти. И поддержать ребят. Ну а если вы увлекаетесь астрологией, вам интересно узнать о совместимости знаков зодиака, вам следует посетить юбилейную тусовку Алана Бегулова в IQ кафе 8 ноября. Евгения Сибро ответит на все ваши вопросы.
Сегодня мы в плей-баре Маракана не просто так. Мы встретили тут двух замечательных парней. Не просто парней, чемпионов мира по вольной борьбе. Сослан Рамонов и Хетак Цаболов у нас в гостях. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. И вот такой вот первый вопрос. Быть спортсменами – это все-таки сложная профессия, это тяжелый труд. Расскажите, пожалуйста, бывает ли у вас свободное время? Как вы его проводите? Театры, музеи, кино. Выставки, может быть? Насчет свободного времени, как сказать, бывает определенное время года, допустим, что мы готовимся на турниры, на соревнования, какие-то старты у нас бывают. Ну и, конечно, после этого уже бывает время, чтобы отдохнуть, допустим, ну это не длительное время, там, может, максимум месяц бывает. А насчет того места, где мы бываем, кино, там, тот же, вот этот же наш кафе Маракана, и сюда спускаемся, конечно, поиграть, отвлечься от всего этого. Ну, я и, наверное, многие телезрители все еще мечтаем стать чемпионами. Как нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом, ребят? Да, я не знаю, как сказать, я думаю, просто надо, есть же пословицы, как бы, без труда не вытащишь рыбку из пруда, здесь то же самое, как бы, надо трудиться и ждать того момента, когда, наверное, твоя звезда загорится и все. Моя звезда загорелась. Я думаю, она никак... Надеюсь, она не погаснет. Да, ближайшие несколько лет. Да, я так тоже думаю. Да, вот Хетак правильно сказал. Самое главное, нужно вникнуть в это дело, полюбить это дело и заниматься им не ради там чего-то, не ради славы или денег, а ради того, что просто ты любишь его и хочешь развиваться в этой сфере. Вы, как положено спортсменам, были в разных уголках мира. Какая страна, какой уголок наиболее вас впечатлил? Где лучше? У нас дома или все-таки это за границей? Даже не знаю, с домом ничего не сравнится. Это, конечно, на первом месте это дом не только для меня, и для Хетага тоже, для вас, я тоже так думаю. Так как если уезжаешь куда-то, где бы ты ни был, как бы хорошо там ни было, все равно домой хочется через неделю, две. Домой хочется. Но есть какой-то один уголок за пределами нашей республики, который особенно, может быть, запомнился чем-нибудь интересным? Лос-Анджелес, наверное. Мы в этом году были на Кубке мира в Лос-Анджелесе, и пока что это, наверное, самый лучший город, где я находился вообще. Это просто сказка на самом деле. Ну и находясь там, домой хочется. Как вы сами относитесь к своему титулу чемпиона мира? Ну, честно говоря, я, как сказать, я за других ребят, когда слышал, вот он чемпион мира, призер мира, я думал, вот типа уже человек достиг такого уровня, что, наверное, что-то серьезное. Я когда выиграл, ну не знаю, не было никаких таких эмоций, вот что-то сверхъестественное, как сказать. Я думал, ну со временем почувствую там что-то, не знаю, может перегорели, переболели уже этим что-то. В принципе, рядом всегда бывают такие титулованные люди, также Хаджимурат, Гацалав, Денис, Аргуш. Они уже титулованный человек, видит, что ну, ничего не изменилось, все так же продолжается. Вот Сослан Рамонов, когда выиграл, я за него даже больше радовался, чем когда я выиграл. Ну, какие-то эмоции вообще другие были за него, нежели за себя, как-то больше было, нежели как бы, когда я выиграл. Главная цель Олимпиады? Ну да, конечно, и не ну, раз. Это олимпийская медаль, это, по-моему, на первом месте стоит у каждого ребенка, который приходит в зал, на площадку, куда он выбирает свой вид спорта. Когда он выбирает свой вид спорта, он мечтает, наверное, с первых же дней об олимпийской медали, так что не думаю, что мы исключим. Есть во Владикавказе любимые места, уголки, где любите проводить время, гулять по вечерам? Ну, вообще Кавказ славится горами, так что в нашей республике не исключение. Например, даже если поехать в Феогдон, там открываются величайшие горы. Там у нас недалеко от Феогдона находится, если вы знаете, самый большой водопад в Европе. А в мире он занимает второе место. И даже вот этот водопад, если посмотреть, вообще великолепный вид там открывается. И наш проспект, великолепное место, очень тихое, спокойное. Можно прогуляться с семьей, с друзьями. Век спортсмена, он недолгий, правильно? Чем будете заниматься после завершения карьеры?
Ну а потом уже видно будет, как будет дальше. Но хотелось бы, конечно, что-то делать для республики и сидеть в таком месте, чтобы процветала наша республика и город был, как бы, думаю, чтобы все было хорошо и для народа, как бы и для республики. Но это пока. Потом, на самом деле, я даже не заморачиваюсь насчет этого, пока у меня другие цели в жизни. И первая цель, наверное, спорт. А потом уже, я думаю, все само пойдет и что-нибудь да, выберу. Да, спасибо большое. Спасибо вам тоже Спасибо. за интервью. И ждем олимпийское золото на нашей земле. Спасибо. Спасибо. Думаю, мы вас порадуем и в 15-м, в 16-м, в 17-м и так далее. Это что за оператор? Ничего не хочет снимать. Давай. Теперь я хоть могу поиграть чуть-чуть? Это еще не все. Нет. Можно. Все? Все? Все, ничего не буду отвечать. Начинаем. В уголке ты отвечаешь, а никаких уголках здесь еще не было. Это что? На набережной, Не было нигде. Вот это было смешно. Что ты за человек? Щепишь еще на меня. Извини, Каранчик.